Перелет на вертолете с северных склонов горного массива Чадым до аэропорта в поселке Бабушара занял чуть более 30 минут, а экспедиция в высокогорье проходила 8 дней. Это первая летняя экспедиция проекта «Горная Абхазия. Времена года». Его автор Тенгиз Тарба доволен результатами работы. Для всех нас, пожалуй, для нашей команды проект – это часть нашей жизни. Это то, чем мы живем сейчас, и то, что мы будем вспоминать и рассказывать. Не обошлось и без приятных сюрпризов. Что может быть краше цветов, выросших на склонах высокогорья? Это горные цветы, я, к сожалению, не знаю их названия. Вот, наверное, благодаря этим экспедициям мы узнаем названия цветов, названия трав летних, которые цветут, растут летом в наших горах. Это мне преподнес Раифович. При поддержке компании «Аквафон» в рамках проекта за 4 с лишним года удалось провести колоссальную работу и собрать уникальные кадры неизведанных высокогорий Абхазии. Результат проведенных экспедиций – экспертная информация о метеорологических, гидрологических и климатических особенностях горных районов, фото- и видеодневники, открывшие всему миру захватывающую красоту высокогорной Абхазии. У проекта есть новый этап. К проекту примкнул Институт экологии Республики Абхазия. Вот, именно в летней серии экспедиций будет присутствовать Роман Саидович Дбар. Вот, мы ждем нового ракурса проекта. Базовый лагерь экспедиции был расположен в долине реки Мцра. Приступить к работе съемочной группе удалось не сразу. Оператор Сергей Язвинский признается, надоедливые слепни вывели их из строя. Мы забыли все лекарства, от аллергии в общем, мы страдали. Но было плохо, но потом мы в общем, пообвыклись и чего-то, в общем, я думаю, что первую серию нормально все сняли. Проект «Горная Абхазия» популярен не только в нашей стране. Видеоматериалы, выложенные в сеть интернет за короткий срок, набрали несколько сотен тысяч просмотров. Проект получил широкую информационную поддержку. Его освещают одни из ведущих информационных каналов России «Моя планета», информационное агентство РИА Новости. Природа, казалось, подготовила сюрпризы. Луна восходила на вечернее небо одновременно с закатом солнца. Такое увидишь только в горах и на фотографиях Алана Воуба. А грациозной серной, появившейся на одном из холмов, любовались минут 10. Мы очень долго ждали животных. Мы на самом деле шумная компания, нас много, и поэтому животные, видимо, это место обходили стороной все время. Но серна одна пришла, посмотрела на нас. В общем, мы ее где-то полчаса снимали. В общем, серна будет. Попозировала хорошо. Самой высокой точкой экспедиции стал хребет горы Хака. Ее высота достигает 2503 метра. Также съемки проводили в районах нескольких озер, рек и водопадов. В данном случае команда вновь столкнулась с трудностями топонимики. Анаан, Анна или Мцра. Как оказалось, название одного и того же озера. Разночтение в картах, как пояснили специалисты, связано с махаджирством. Истинное географическое название могли произнести только коренные жители. Постепенно названия топонимов искажались. Ситуация окончательно запуталась после 1917 года, когда военные и топографические карты засекретили. Подробнее о загадках абхазской топонимики рассказал эксперт. Гора Чадым, это известная история, да, что по-армянски это обозначает, не знаю. Просили у топографов, как называется эта гора. Пастух сказал Чадым, написали Чадым, это официально теперь. Значит, надо думать, переименовывать, действительно искать какие-то корни. До 17 года все было как бы нормально. Есть карты, есть люди, которые ходят по этим картам. Тут переворот, большевики, а большевики у них была такая мания, шпиономания, параноидальная. Людей не допускали к картам. Карты не выпускались вообще. Туристские карты, они были недостоверны и заведомо даже ориентированы в разные стороны. Можно было заблудиться по ним. Таким образом, картография пошла по нелогическому пути развития. Еще одна задача проекта – воссоздать и утвердить карты и исконные названия горных топонимов. Я бы хотел еще раз поблагодарить президента Республики Абхазия за поддержку в этом проекте. Хочу поблагодарить генерального спонсора наших экспедиций, компанию «Аквафон». Без их участия, без их поддержки эти экспедиции были бы невозможны. Презентация видеоматериалов с первой летней экспедиции пройдет в скором времени. А пока при поддержке компании «Аквафон» экспедиции в высокогорье Абхазии продолжатся. Асида Малия, Джустан Амичба, Абхазское телевидение.